Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 29 октября, и вы смотрите информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. С вами Владимир Сенюшкин. Этот выпуск приурочен ко Дню работников алмазогранильной и ювелирной отрасли Республики Саха-Якутия, который профессионалы отметили 23 октября. Когда мы говорим про бриллианты, мы прежде всего имеем в виду Республику Саха-Якутия, и это не только на ее территории, но и на территории всей страны. Поэтому сегодня от души поздравляю всех работников с профессиональным праздником и от души желаю успехов в своей трудовой деятельности, от души желаю творческих успехов и желаю, конечно, увеличения продаж. Российский историк Василий Ключевский когда-то писал: «В России центр на периферии». Сейчас не к месту рассуждать о различных подоплеках этого многослойного высказывания, а вот то, что Якутия является центром добычи алмазов, их огранки, производства и дальнейшего распространения ювелирных изделий, это, по-моему, бесспорно. Но сегодня мы поговорим не только о бренде, о наполнении бюджета республики товарным производством. Непростые времена переживает сейчас алмазо-бриллиантовый комплекс. Почему так происходит? Просто начинают меньше приобретать в силу того, что меньше на это возможностей. С одной стороны, с другой стороны, гораздо более затруднен стал процесс самого производства, потому что производство огранка и производство ювелирных изделий связано с достаточно приличными объемами оборотных средств, необходимых для того, чтобы это производство осуществлять. Как известно, и требования финансовых институтов, прежде всего банков, к заемщикам серьезно возросли, начиная с конца прошлого года. Точно так же, как и процентные ставки. Если раньше можно было взять кредит и на свои оборотные средства под 12-15%, то реально сейчас, если мы конкретно говорим про эту отрасль, то ставки начинаются от 20% и до 30% доходят. Все это и действительно отражается на тех результатах, о которых мы сейчас с вами говорим, и именно это и формирует те трудности, о которых мы сейчас говорим. Я сейчас часто слышу, что и общество наше, и общий кризис в экономике все больше напоминают Россию 90-х. Для кого-то это было время, впоследствии получившее ярлык лихого, для кого-то просто сложное, а для кого-то это были годы молодости, реализации возможностей, замыслов и талантов. А как 22 года назад начинал свое дело Александр Павлов, генеральный директор ювелирной фирмы «КРГ», и что он думает о дне сегодняшнем? Производство тогда особо не поддерживалось. И тогда никто и не гадал, что вот именно тогда, вот именно зародившись те 90-е годы, первые ювелирные предприятия вот сейчас стали уже на ноги, и уже мы имеем столько ювелирных предприятий, которым, кстати, государство тоже не помогло, в принципе. Кто-то в гараже начинал, кто-то там, чуть ли не в подвальном помещении, да. И все, вот сейчас они уже во всех ювелирных, всероссийских, международных выставках о якутском ювелирном производстве знают все. Да, с одной стороны, якутские бриллианты и ювелирные украшения являются визитной карточкой нашей республики, а с другой вспоминается Бисмарк с его высказыванием, что Россия опасна мизерностью своих потребностей. Впрочем, так было не всегда. Однако факт: сейчас внутренний потребительский рынок резко сузился. Еще одна цитата. Уинстон Черчилль любил повторять, что единственный способ оставаться последовательным – это меняться вместе с обстоятельствами. Согласен ли с этим высказыванием президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия Владимир Членов? И как меняется отрасль вместе с обстоятельствами? Узнаем у него. Я считаю, что еще мы много чего не сделали. Должны ювелиры ехать и продавать туда, куда надо. И в Кавказ, и в Баку, там, где денег 30 миллионов долларов каждый день. Миллионов долларов от реализации нефти бакинской. Нам нужно им дать то, что мы умеем делать. Что у нас есть? Золотом торговать мы не имеем права. Алмазами торговать – это совершенно иной рынок сырых. Значит, только что это ювелирные изделия, бриллианты. Так и что вы не едете? На самом деле ювелирные компании, кто-то раньше, кто-то позже,
уже начали осваивать зарубежные, европейские и азиатские рынки. Выезжают и почти всегда возвращаются. Как вы относитесь к переносу штаб-квартир некоторых ювелирных компаний из Якутска в федеральный центр, в частности в Москву? Как это отражается или отразится в дальнейшем на налоговых поступлениях в бюджет республики? Но таких компаний у нас на самом деле совсем немного. Вот, если мы говорим про компании, которые зарождались и начинали свой бизнес в Республике Саха-Якутия, то это только одна компания, как раз APL Diamond. Вот, это связано с менеджментовскими или управленческими решениями самих руководителей. Насколько это оправдано, но лучше спросить у менеджеров. А если говорить про влияние этого решения на, собственно говоря, наш конъюнктурный обзор, то и производство, ну и основные производственные мощности, прежде всего, они находятся здесь, на территории Республики Саха-Якутия, что предполагает и налоговые отчисления, и саму статистику, сами статистические показатели. То есть мы отражаем мощности компании APL Diamond внутри статистики Республики Саха-Якутия. Алмазо-бриллиантовый комплекс Якутии формирует в основном предприятия малого и среднего бизнеса. Политика республиканского правительства направлена на поддержку этого сегмента рынка. Но все же, в чем конкретно для ювелиров могло бы заключаться государственное содействие в первоочередной перспективе? Мне кажется, что когда Владимир Владимирович дает поручения, нужно к ним относиться очень внимательно. Речь идет о несырьевой экономике. Республика может получить дополнительный импульс развития через несырьевую экономику. Если мы говорим, за 50 лет мы создали империю добра в виде алмазной компании «Алроса», и мы сегодня создаем на глазах у всех империю добра, любви и уважения в виде ювелирной и алмазо-гранильной промышленности, что до правительства должно быть приоритетом-то? Тогда пусть говорят, какую государственную поддержку получают ювелиры. Конкретно. Что, товарный кредит дали в виде золота и серебра? Нет. Они покупают и везут из Москвы, а в Гохране здесь все лежит. До сих пор нет порядка и механизмов. Что нас тормозит, да? Нашим развитием? Нас тормозит таможенная. Проблемы с таможней. То есть у нас, вот с Казахстаном сейчас нам легко. Вот у нас таможенный союз, мы любой момент взяли и укатили. Сейчас очень большой рынок, ну не только для нас, для мира, вообще это Китай. Ювелирное производство там слабое. Ну, Гонконг и так далее там входят, но все равно вот наши изделия им нравятся. Чисто вот российские, якутские. И вот таможенные, вот пошлины нас убивают. Если вопрос не решится, это таможенный пошлин, то хотя бы сделать таможенный пост, вот якутский. Чтобы не возить туда-сюда Москву и так далее, и там неделями лежать и ждать, пока это все оформится. Поэтому вот в этом плане, чтобы мы как-то еще раз, какой-то скачок был, развитие ювелирного производства, вот надо этот вопрос решить. Если сравнить итоги отрасли за 9 месяцев 2015 года с аналогичным периодом прошлого года, то получатся следующие цифры. Производство снизилось примерно на 37%, а продажи на 14%. Причины такой неравномерности кроются и в курсовых разницах, и в некоторых сделках по перепродаже сырья. Как по-вашему, от чего зависит перспектива восстановления рынка? Прежде всего и самое главное, это, конечно, восстановление покупательской способности, а это будет происходить, ну, по сути, с ростом реальных денежных доходов населения. Вот. А во-вторых, это и, честно говоря, не только спрос внутри страны, но и такой общемировой спрос. Он сейчас тоже в определенной степени давление испытывает и напряжение испытывает. Мы говорим о некотором снижении спроса со стороны Китая и в Европе тоже. Вот. Думаем, что это явление временное. Это одна сторона. И вторая сторона – это, конечно, более доступные финансовые ресурсы. Вторую часть мы, конечно, связываем с действиями Центрального банка Российской Федерации по дальнейшему снижению ключевой ставки и о возможных мерах государственной поддержки, которые предполагаются в отношении отрасли. Ювелирное производство во всем мире развивается очень быстро. И в республике уже не хватает специалистов, знакомых с новым программным обеспечением, новым оборудованием, профессионалов, соответствующих современным реалиям. Может быть
50, может 60 человек ко мне приходил, но ни один уже дипломированный ювелир не ответил на вопрос, что такое лигатура. Я спрашиваю, вы лигатурить умеете? А он не знает. Говорит, а это основа. Если ты не умеешь этого делать, как ты можешь? Кадры-то для кого? Для алмаза ювелирной промышленности. Алмазогранильной и ювелирной промышленности. Сегодня факт налицо. У нас не хватает ювелиров. Это не я сказал. Это говорят ювелирные предприятия. Подготовленных, образованных. Сегодня там новейшие технологии, компьютерные графики, технологии, дизайн и так далее, так далее. Вот для чего нужен кластер производственно-образовательный. И мы его создадим. Все обсудили уже. В нем участвует торгово-промышленная палата, Министерство профессионального образования и вот эти работодатели. Все получится, и мы в начале декабря официально подписываем документы и начинаем работать. И уже на бумаге прописана дорожная карта, в частности, наполнение как раз современным оборудованием, которое будет приобретено по программе All Skills. А это мировые стандарты. Туда с молотком и с плоскогубцами уже не пускают. В создании производственно-образовательного кластера государственное участие очевидно и весомо. Да и вообще, насколько я могу судить, никаких проблем по взаимодействию с правительством у бизнеса нет. Министр промышленности Андрей Панов минимум раз в 3 месяца встречается с руководителями ювелирной и гранильной отрасли. Да и двери кабинета Павла Маринычева открыты для частных обсуждений. Каждый из наших производителей может прийти ко мне в кабинет, и мы пообсуждаем все проблемы, включая и те предприятия, которые сейчас находятся в очень тяжелом финансовом положении. Их у нас, я вот насчитываю 4, вот, и для них дверь, безусловно, тоже открыта. Думаю, что в значительной доле ситуаций можно найти выход, и мы готовы к этому. Конечно, при всем говорим, что это происходит строго в рамках действующего законодательства. Что ж, ювелирная отрасль по праву считается визитной карточкой республики. Правда, сегодня эта визитная карточка с бриллиантовым обрезом, в том смысле, что непростая, нестабильная экономическая ситуация обрезала спрос на товары сегмента люкс. Но все приходящее, алмазы вечны. А сегодняшний выпуск «Арены событий» завершен. Смотрите нас в следующий понедельник в 19:15 в прямом эфире. «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. До свидания.